Сейчас я расскажу об одном обряде. Обряд на дальнюю дорогу. Топит костер, горит. Муж с женой сидят возле костра. И когда костер начнет потухать, женщина, хозяйка, берет с краю уголек, уже потухший. Этот обряд очень древний. Мы, народа Дундыткан, в это очень верим. Когда я была маленькая, этот обряд делали всегда на нашем стойбище. Мой отец был охотником, и мама и другие старейшины делали всегда, когда охотники собирались на охоту. Или же куда-нибудь в другое стойбище собирались, гости. Вот. Этот обряд для чего делается? Этот обряд решает, ехать завтра или не ехать дальнюю дорогу, поехать на охоту большую или нет, а также поехать ли в соседнее стойбище. Итак, хозяин и хозяйка ждут, когда уголек потухнет, и сейчас показываю. Берется пара рукавиц или же перчатки. Вот веревочки, на них привязывается. Эта рукавица должна быть мужская. Это мужская зимняя рукавица. Вот, нарядная. Можно даже женская рукавица или перчатки. А перчатки обязательно будут мужские. Далее хозяйка берет, подает тому человеку, который делает обряд, уголек потухший. Вот она мне дает, вот она дала. Держу в руке, на правой руке. Кладу в одну из рукавиц уголек. Тепленький уголек. Вот, положила она. Положил. Так. Так держит. И так привязывается. Все вокруг сидят, смотрят. Это делается в яранге. Зрителей яранги много. Это очень-очень ответственный момент. Вот так привязывается. Узелок должен быть привязан вот в таком порядке. Мы уже положили уголек. И теперь эти рукавицы вот так крутим. Крутит вот так. Много раз. До конца. Спокойно все это делается. Это обряд на дальнюю дорогу или же на большую охоту. Ехать завтра или нет? Ответ будет через несколько минут. Вот.
Это уже развязывается. Берется правый указательный и левый. И вот так оттягивается. Если уголек попадет в правую сторону, ехать надо. Если в левую, ни за что, никуда никто не поедет. Еще неизвестно, какой рукавице уголек есть. Все смотрят, все зрители. Вот. Проверяем правую рукавицу. Я уже чувствую. Вот все смотрят, вот соседние. Сразу вот так. И здесь уголька нету на правой руке. Никакой дороги завтра не будет. Никакой охоты не будет. Уголек левой рукавицы. Этот обряд очень-очень древний. С древних времен, с 17 века, как я уже рассказала, наш род использует по сей день. По сей день. Это работает, как сейчас говорят. Вот. Кто сегодня собирался на охоту, уже все успокаивается. Ружья туда кладутся. Никто завтра никуда не поедет. Это почему так? Рассказывали раньше, были случаи, когда этот обряд не соблюдался. Было очень много несчастных случаев. Или же путник заболевал. Много было препятствий. Если на большую охоту ехали, не соблюдая этого обряда, никакой добычи не бывает. Вот. Очень древний обряд на дальнюю дорогу, на большую охоту. Все. Следующий обряд. Следующий обряд. Как я уже рассказала, мой отец был большим охотником, промысловиком. Он добыл в жизни 39 медведей, очень много сахаток, лосей и все стойбище. Все стойбище. Для всего стойбища он охотился. Вот. Этот обряд я запомнила, когда мне было 10 лет. Это было осенью, в августе. Такой ясный день был. Отец и мать были дома. Я тоже там чем-то занималась. Заходит в нашу ярангу Иван Степанович Дичков. Это наш родственник, в годах уже, где-то ему было 50 лет. Молча зашел, даже не поздоровался. Я удивилась, поэтому посмотрела на них. Сидит долго. А отец... Сейчас я думаю, да, они уже друг друга по мимике определили. Вот, зачем зашел Иван Степанович. В такое время дня в гости не ходим, потому что работа. Это было после обеда. Полдень. Мама тоже смотрит, я тоже смотрю, девочка 10 лет. Обычно разговаривают же, здороваются, как дела и так далее, начинают беседовать на разные повседневные темы. А здесь молчит Иван Степанович. И вот такие веточки, лиственницы,
У нас вся яранга была, бывает вот застелена такими веточками. Это как бы для свежести. Вот. Иван Степанович нагнулся. Вот. Вот, как бы невзначай. Берет любую веточку, взял. Так сделал. Я еще удивилась, что старик еще играет веточкой. Там отец сидит. Вот так положил. Вот так. И все, на этом закончился. Все. Сейчас скажу, что это такое. Иван Степанович пришел сказать, что на реке Каменка он видел сахатых, лосей. Отец мой охотник же. Вот это для чего делается мольча? Мольча именно. Это чтоб не спугнуть добычу. Вот. Никогда у нас у овенов не говорится вслух. Ни сахаты, ни лось, ни медведь, ни олень дикий. Вслух никогда никто не скажет. Потому что спугнуть можно, добычи не будет. Это очень-очень соблюдалось. Вот значение этого обряда. Третий обряд тоже на добычу, да? Иннокентий Семенович пришел и поздоровался с отцом. И говорит: ака, вот, я там, вон, где-то там, глухари ходят. Один. Сам, это глухарь мама и глухарь сын или дочка, да? Два глухаря, где-то там название местности назвал Иннокентий. Отец, и все. Потом разговор перевели на другую тему. Они не стали обсуждать. Это он сказал уже, там два сахатых ходят. Вот. Вот тоже слух не сказал. Вот вместо сахатого лося, а он сказал, два глухаря ходят там где-то там. Все. Вот такие у нас обряды. Прошло очень много времени, но мы по сей день соблюдаем такой обряд. Обряд называется встреча гостей, гостя, которые приехали издалека. Вначале я расскажу, да, как это все происходит. Например, на стойбище бывает 5-6 яранг. Вот. Путник выходит на ярангу, и путник заходит сразу в первую ярангу. Он никогда не обходит мимо первой яранги, дальше не идет. Не обходит. Если дальше пойдет, это считается неуважение. Вот. Первую ярангу заходит. Обычно гости встречают на улице. Хозяйка выходит или хозяин выходит. Вот гость идет. И момент такой. Авен народу доныткен. Вот. И другие авены, конечно, тоже здороваются, встречаются рукопожатием. 4 руки. Сейчас я покажу. Так. Гость держит руки вот так. Вверх ладонями. Неважно, так ли, так ли. А хозяйка, левая рука, и здесь рука гостя, левая рука под этими руками хозяйки, правая рука над руками гостя. Вот так. Вот здесь рука гостя. И вот так здоровается. Крепко-крепко. Женщины с женщинами касаются щеки. Вот так. Вот. При этом
Вот при этом и гость, и хозяин уже знают, каким намерением гость приехал, путник приехал. Уже по силе рукопожатия, по мимике. Хозяйка всегда смотрит в глаза путнику. Вот уже определяется. Вот. Ага, уже грустные глаза, веселые или там, и так далее. По мимике. Это такой обычай, и как называется, обряд, не просто так, а вот так, знакомство. Или же вот, как называется, располагающиеся это, располагают гость, путника. Поздоровались и заходят в ярангу. Дверь открывается, и обязательно коврик бывает для мужчины, отдельный коврик. Мужчина туда усаживают, если женщина, для женщины отдельный красивый коврик бывает, туда усаживают гости. Обязательно это сопровождают. Это знак уважения. И хозяйка проходит свою половину и начинает там чай готовить, еду, мясо там варит. И у нас в нашем роду разговоры начинаются не сразу. Хозяин просто один раз спрашивает, как приехали, как доехали. Все, больше ничего не спрашивает. Ждет, когда начнет гость сам рассказывать. Вот в этом отличие. Вопросами не заваливает, как у нас сейчас говорят. Откуда приехал, что там? Такое не бывает. Все молча. Когда поздоровались уже, по разным же причинам гости приезжают издалека. Ну, сваты приезжают там, или случайные путники, или же плохими новостями. Разные люди приезжают. И при первом прикосновении рук, щек, при взгляде, это уже и хозяин, и путник находят уже, друг друга узнают молча. Так, уже, вопрос уже ясен. Вот, и хозяин ждет, когда он начнет рассказывать свою цель, зачем он приехал, их стойбище. Вот так у нас. И хозяйка, вот начинается чаепитие. Хозяйка самую красивую чашку, с блюдцем чашечка бывает, разливает чай, вкусное мясо там, сваренное уже, готовит самое жирное мясо. Чай пьют, все. Так, за чаем разговоры идут. В разговоре женщина не участвует, молча слушает. Уже беседа закончилась, гость собирается уходить. Теперь самый важный момент. Смотрите. Вот гость чашку как кладет, ложку как кладет. Сейчас чашка была бы, я показала бы. Если гость еще раз придет в скором времени, чашку кладет на блюдце, на бочок, рядом ложечку. Это говорит о том, что он скоро еще приедет. Дальше. Если гость свою чашку кладет вниз, закрывает, да? Сверху ложка кладет вниз, это говорит, что неизвестно, когда приеду. Может, вообще не приеду. Это уже. Все понимают это. Понимают это. Дальше. Чашку кладет, вот как бы вот, а сверху ложечку вверх кладут, да? Скоро приеду, совсем скоро. Вот. И означает спасибо за чай. Вот так, все молча.
Это все соблюдается. Провода гостя. Когда гостя провожает, обязательно бывает подарок. Если мужчина или молодой человек, обязательно дарится. Если есть щенок, щенка. Щенок, собака для Вена самый настоящий друг. Он не пастух, он не охотник. Щенка хорошей породы собак. Или же нож очень красивый. Мы, Вена, ножи сами делали, кузнечное дело у нас было давно. Вот. Или же обереги. Если там женщина, там из бусы, из бисера вот такие красивые ожерелья делают. Или же овсы, женскую сумочку, расшитую бисером. Дарят. Обязательно без подарка гости не отправляется. Вот. Когда гость чай попил, и хозяйка дает салфетку. Эта салфетка называется хюри. Хюри называется. Это хюри называется. Делается из стальника. Мягкая такая стружка. Это изготавливается зимой. Мягкая стружка. Аух называется второй. И мягко. И гость вытирается вот так руки. Все. Обратно кладет. У нас салфеток не было. Вот гостя провожают. Если мужчина, вот долго-долго провожает хозяин. Долго. Там уже не видно. Вот. Такой обряд у нас.